Картошечки, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем нашу любимую игру Sally Face. Мы остановились на прошлой серии на том, что с Ларри что-то случилось, точнее, он уже с собой что-то сделал, он появился у нас в виде призрака, и нам надо что-то сейчас решить с культом, надо их остановить, либо что-то сделать сейчас. У Салли есть вот такая гитара, которую сделал ему тот. Она какая-то сверхъестественная, что ли, чтобы помочь найти призраков. Не нравится мне это. Переключиться на Ларри, уничтожить магические барьеры. Смотрите, мы можем переключиться на Ларри. Вау. Что это? Голос Розенберг. Ларри. Это камень смерти. Нажми R, чтобы стиснуть его посильнее и призвать... его посильнее и призвать таящуюся внутри силу. Ты должен использовать эту реликвию, чтобы помогать Салли. Что он делает? Эй! Что это она нам дала? Камень смерти. Камень смерти — древняя реликвия, которую мне дала Розенберг. Я могу нажать R, чтобы воззвать его к силе, но не совсем уверен, что за хрень она делает. Ну-ка. R. Опа. Мы еще раз нажали. Снова переходим к Салли. О! Так, теперь... так. Все понятно. О, вот оно как. Прыгнуть вниз. Опа. Можем еще ниже прыгнуть. Так, комнаты, наверное, уже не открываются, но нам это уже, наверное, и не нужно. Но мы все равно дополнительно проверили, потому что... Может, еще раз что-нибудь посмотреть? О, давайте в мире Ларри посмотрим. Так, прыгнуть вниз. О, посмотрите. О. Потому что тут могут быть какие-нибудь потайные места. Ручки нет. Интересно, почему нет ручки? Так, а вот это что за дверь? Опа. Смотрите-ка, я открыла дверь какую-то. О! Бесформенный человек идет несмелыми шагами. Может быть... Точно. Смотрите. Так, он пропал куда-то. Но тут нельзя пройти. Тут ничего нету ценного. Так, а мир Салли? О, смотрите, ключ. А чё он? Ключ от комнаты 504. Интересно, как он попал наверх? 504. Так, давайте-ка пойдемте-ка посмотрим. 504. 504 у нас здесь. Здесь не было ручки в том мире Ларри. Жалко, они не появляются на тех местах, где остановились. Где остановился их... как бы друг, можно так сказать, оказываются в разных местах. Вот, ручка появилась. Так, что же у нас здесь есть? Тут, смотрите, что-то валяется как будто. Опа. Что это? Все-таки, наверное, надо... Стали все-таки надо было оставить в этой комнате. Ну ладно. Сейчас пойдем быстренько туда. Там, походу, какая-то книга сейчас появилась в нашем мире. Или что? Может быть, шкатулка какая-то?
Так, давайте посмотрим. О, видеокассета. Кожа. Бормочет. Не здесь, ее уже нет в живых, и нас тоже не будет. Мы так голодны, а эта кожа, эта грёбаная кожа, она так зудит. Почему? Эта кожа не моя кожа, она не моя. Нам осталось 3 кассеты. Так, ну все. Мы здесь закончили. Здесь вроде ничего не должно быть больше. Может быть, по этажам еще будут кассеты? Надо будет тогда внимательно все осматривать. Хорошо, что мы не спустились дальше вниз. Все, покинем этаж, потому что здесь, мне кажется, делать нечего. Так, папа и Лиза. Что с ними? Чем заняты? Мы смотрим телевизор. Но какой в этом смысл? Все передачи одинаковые, все стало таким предсказуемым. Телевизор выключен, с вами все в порядке? Мы в порядке, Сал, в полном. Все чудненько. Ладно. 402. Черт, вы в порядке? Что это за ебулда? Мама, Генри? Если вы меня слышите, мы все исправим, только держитесь. Их какая-то черная муть захватила. Так. О, Роберт. Что с тобой? Стереосистема опять шалит? Да, наверное, я не знаю. Чего? Чувак, ты в порядке? О, держись, чувак. Сал, я знаю, что это будет трудно понять. Прости, пожалуйста, не вини себя и не держи на меня зла. Мне очень повезло, что ты появился в моей жизни. А большим я и простить не мог, чувак. Я знаю, что ты будешь вершить великие дела. Не останавливайся. Продолжай бороться со тьмой. Она приближается. Я слышу ее шепот у себя в голове. Он становится громче. Я хочу, чтобы это закончилось. Больше не могу терпеть. Ты гораздо сильнее меня. Я люблю тебя, Салли Крамсали. Всегда буду любить. Увидимся на другой стороне, Ларри. Ларри. Блин, аккумулятор сдох. Надеюсь, тут в порядке. Может быть, оставить включенным телевизор? И сейчас прийти в мир с Ларри? И что-то сделать с этим телевизором. А вот, смотрите. Я поняла. И теперь надо к Роберту зайти. И там тоже включить. Так, сейчас быстренько это сделаем. Не надо было выключать. Все, кажется, в коридоре что-то произошло. Вот. Теперь я поняла. Так. Все. Идем. Так. Воу, теперь мы можем проверить другие комнаты. Так, ну здесь, скорее всего, лучше посмотреть в мире Ларри. Так, вот что он имел в виду, когда говорил, что собирается уехать. О, жесть. Фу. Так, сейчас сначала осмотримся в мире Салли. Так, здесь ничего нет, окей. Ладно.
Так, чувак, что ты видишь? О, Герман, что с вами произошло? Хреновенько выглядишь, мужик. Ты тоже так себе? Ты, стоп, как ты тут оказался? Да, как и ты, умер. Нет, в смысле, как ты оказался в этой комнате? Здешние призраки должны быть привязаны к месту своей смерти. Сэнди тоже должна быть здесь, но теперь слишком поздно, я опоздал, ее больше нет. Все старые души были поглощены. Розенберг разрушила заклинание, которое держало меня в домике на дереве, или типа того, не уверен. Вы знаете, что произошло с остальными призраками? Это дело рук культа? Это не имеет значения, ничего не имеет значения. Я просто подожду, пока оно меня заберет. Всех нас ждет такая судьба. Еще не слишком поздно. Сал остановит эту дрянь, а я ему помогу. Ты лишь потратишь силы впустую. Умершим в этом месте нет нужды искать искупления, ведь оно утеряно для нас навсегда. А вот и нет, увидишь, что я все сделаю. Так, здесь давайте... Вау. Вау, как классно. Прикольно сделали. Кассета. Кассета, челы. Так. Так и думала почему-то, что здесь снова появится кассета. Эволюция. Эти призраки полны жизни, сильная, здоровая кровь, нежное мясо. О, как мы жаждем их плоти. И все же они отвергают нас скоро. Скоро мы будем там, и они вызовут к нам, и мы ответим. На полу влага. Это сделала я? Ничего не осталось. Мы закончили поглощение. Что за каннибализм какой-то? Ужас. Так, передвигаемся. Идем дальше. Ой, здорово, чел. Мы должны смотреть за пределы жизненных тяжб. В самую суть всех вещей в этом наше спасение. Как-то ты заговорил прям грамотно так. До этого так говорил непонятно. Мне аж читать было сложно. Так, кто здесь был? А, Си-Джей, точно. Опа. Салли Крамсали, приятно встретить тебя снова. Здравствуй, Сал, как твои дела? Приветствую, рад, что ты смог к нам заглянуть. Не могу задержаться, я немного занят, и все же я очень рад вас видеть. У вас все хорошо? У нас все пучком, чел, просто зашибись. Ты должен остаться, Сал. Да, тебе лучше остаться здесь. Нет смысла сопротивляться, друг. Мне надо идти. Все в порядке, не беспокойся, Сал, ты поймешь. Они тоже, короче, под этой фигней, походу. Так. Здесь, походу... О, вот это, наверное, надо оставить. Это для Ларри. О! Смотрите, у нее руки, ноги появились. Опа, облачко летает. Так, здесь ничего. Есть. Так. Ага. Есть. Так. Поехали. Есть. Ага. Дальше комнаты проверяем. Ищем на наличие кассеты.
О, здравствуй. Пых, ты как, приятель? Как? Ага, тут творится какая-то фигня. Думаю, скоро все устаканится. Скоро? Агась, просто приглядывай за содой, ладно? Содой? Это твоя дочь, помнишь ее? Она сидит прямо рядом с тобой. О, нет. А с содой ты не можешь поговорить, да? Так, ну ладно. Дальше. А, подожди-ка, там был телевизор, может, его надо включить? А, нет, никак нельзя взаимодействовать. Так, окей. А что здесь? А хотя мы же уже открыли, поэтому нам не надо. Мы уже проход открыли, поэтому нам не нужен телевизор пыха. Так, и он, наверное, тоже в этой... А, нет, смотрите, они как призраки. Что-то странное. Опа. Стрёмный пони, которого я нашел среди вещей соды, но что-то сомневаюсь, что он принадлежит ей. Это же пони этого. Чарли. Опа. А у нас здесь была дверь, а здесь нету дверей. Так, ладно, спускаемся. Мы подобрали какую-то пони, но эта пони, она выглядит как пони Чарли. Так, квартира Тода. Интересно. Перед светом была лишь тьма и ничего более. Дальше нельзя пройти. Так, а здесь? Старая квартира Пакертон. Она закрыта. Так, окей. Ага. Ларри уже ни с кем не разговаривает. Так, мы открыли проход для Салли. Здесь какой-то липкий замок. Он не открывается с помощью его штукенции такой. Ладно, поехали. Так, заходим в ванную. Смотрите, туалет какой-то странный. И что? Опа. В туалете что-то плавает. Кажется, мне придется... Фу. Ключ. Мы нашли ключ. Так, давайте посмотрим. Это, скорее всего, от квартиры Пакертон. Все, осматриваемся внимательно. Мы ничего не нашли. Так, заходим в спальню. Спальня первая, смотрите, есть у нас в нашем мире, а в Ларри нету. В мире Ларри нет. Здесь в прошлый раз мы открыли кодовый замок и достали оттуда кассету. Так, ну здесь ничего нет, смотрите. Так, может быть, нам в мире... Смотрите, появилась спальня в мире Ларри. А, вот оно что. Так, ну все. Получилось. Идем. Я думала, нам надо пони сжечь в мире Ларри. Успели. Так, окей, дальше. О, здесь закрыта дверь. Чарли. Наверное, сейчас надо будет отдать пони, скорее всего. Так, здесь у нас ничего нет. Опа. Давайте-ка используем. Поместить. Воу. Так, ну ладно, давайте.
Нет. Это странно. Так, а что тогда? Может, в мире Салли? О, точно! У нас кассета появилась. Гнев. Почему они так измываются над нами, ускользают от нас, эти грязные сраные свиньи? Они свиньи у ног божьих. Они у ног божьих. Трупы животных тащат свои когти и снуют по грязи, что-то меняя, постоянно меняя. Мы аннигилируем каждую молекулу их жалкого существования. Тяжело понять, что это происходит вообще. Так, а у Ларри все-таки не появилась же, да? 203-я. Давайте проверим. Так, а здесь пропала игрушка? Да, смотрите, она пропала. Окей. Так, нет, не появляется, ладно. Пойдем дальше. Мы спускаемся уже на первый этаж. Старая квартира Розенберг, она закрыта. Эй, миссис Гибсон! Фу, из ее комнаты несет тухлятиной. Жесть. Так, опа, смотрите, мы можем сразу... Так, квартира миссис Гибсон, она закрыта. Очень-очень странно. Вот уже, смотрите, есть готовая. Значит, нам не попасть в ее квартиру. Опа. А если сделать так? Нет, смотрите, ни с чем не взаимодействует Ларри. Так, окей, давайте. Есть. А это все становится труднее и труднее сделать. Так, мы в прошлый раз забежали сразу в 103-й. Я не знала, что надо еще в 104-й забегать. В общем, мы сюда забежали. И, как оказалось, отсюда надо было взять морковку. Вот мы уже ее подобрали. Вот она. Обычная морковка. И нам сейчас надо эту морковку подложить под дверь 101-й квартиры. Вот. Оказывается, к мистеру Эдисону сразу нельзя было заходить. Вот, мы делаем вот так. И ждем. И вроде как, наверное, надо перейти сначала к Ларри. О, смотрите, зажигалка, кажется. Так, вход. Ларри спрашивает. Так, давайте вот так сделаем. Эта зажигалка точь-в-точь как та, что была у моего отца. Здесь она как-то выбивается из общей картины. А вот, смотрите. Все. Так, теперь идем в мир Салли. И что мы видим? Мы видим кассету. Последнюю. Давайте мы ее посмотрим. Так. Нам дали достижение ее судьба. Все. И это все, дорогие друзья. Маленький мальчик на пороге забвения. Неизвестный голос, завороженный бескрайней бездной. Связанный, измученный миром людей. Узник плоти и кости. Терренс? Это давно произошло с вами? Ой, это давно произошло с вами? Так много... Что это? О, боже мой. О, Господи. Это с вами культ сделал?
Дитя не выбирает свою судьбу, так заведано испокон веков. Истинная форма Терренса Эдисона. Я так и знала, что он какой-то этот. Вскоре ты поймешь истинное единство, что дарует бесконечный. Поэтому он выглядывал всегда просто. Бесконечный — это ты? Почему ты заражаешь души в этом здании? Тьма сочится сквозь все сущее и подчиняется нашей воле. Мы вечны, мы превзошли смерть. Терренс, я знаю, вы где-то там, вы должны остановить это безумие. Ты обращаешься к тому, кого больше нет. Твое сопротивление бесполезно. Тогда я сам остановлю тебя. Ты попытаешься и не сумеешь, так происходит всегда. О, жесть. Опа! О, блин! Да ладно. Паника. Паника, паника. Так, тихо. О, жесть. Так. Терренс Эдисон, я ждал тебя, Сал. Я знал, что это будешь именно ты. Я знал с того момента, как тебя увидел. Терренс? Приношу свои извинения, милый друг. Я был несколько не в себе и многим причинил боль. Теперь все кончено? Почти. Боюсь, осталось последнее задание. Отвратительное, страшное задание. Каким бы оно ни было, я его выполню. Все что угодно, чтобы остановить это навсегда. Ты должен убить всех, кого запятнала тьма. Но это же все жильцы здания, моя семья, мои друзья. Мы изгнали тьму из их душ. Мы их уже спасли. Боюсь, их невозможно спасти, Сал. Слишком поздно, их души были уничтожены. Если тени не сдержать, они просочатся сквозь щели и угаснут многие тысячи других жизней. Мое сердце болит за тебя. Я знаю, что ты потеряешь все, как потерял я много лет назад. Я не смогу это сделать. Пожалуйста, не заставляйте меня это делать, Терренс. Выбор за тобой. Я знаю, что эта ноша неимоверно тяжела, но также знаю, что ты примешь правильное решение. Я... О, нет. Вот поэтому его и посадили. Призрак. Эдисон прав, Сал, ты должен это сделать. Мне ужасно жаль. Другого пути нет. Мне что-то не здоровится. Поможешь мне зайти в квартиру, Сал? Салли, Крамсали, ты не видел нашего Тода? Нам нужно поговорить с ним. Боже мой. Привет, чел. Рад, что ты решил вернуться. Но теперь-то мы зажжем. О, черт. Здоров, Сал. Ты как, норм? По-моему, тут что-то странное творится. Салли.
Савик, к вам Савик. Теперь можно покататься у тебя на плетях. О, боже мой. Чё как, братишка, выглядишь дико уставшим, все путем? Капец просто. Привет, дружок. В холодильнике осталось немного лазаньи, если ты проголодался. Знаешь, возможно, я говорю это не так часто, как следовало бы, но я тобой горжусь, Сал. Ты прошел долгий путь, и я знаю, что порой было нелегко. Я смотрю на тебя и восторгаюсь мужчиной, которым ты становишься. У тебя большое будущее, я уверен. Я люблю тебя, приятель. Так, 104-я. Она не открывается. Что-то не так. Я потерял сознание в домике на дереве, а очнулся в храме. Они меня связали. Там было что-то еще, кажется, демон. Они сделали надрез и взяли у меня кровь. Потом я услышал какой-то громкий звук и снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, они уже ушли, а меня развязали. Мне нехорошо, Сал. Кажется, я умираю. О, черт. Второй звонок оттуда я получила около 3 ночи. Тот так сильно плакал, что я едва могла разобрать его слова. Я поняла, что тот и Сал вляпались в неприятности и находятся в апартаментах. Звучало серьезно, поэтому я позвонила в полицию и сразу же поехала туда сама. Я приехала одновременно с полицией. Идя к парадному входу, я увидела, как тот убегает в лес. Я позвала его, но он даже не обернулся. Я подошла к зданию и видела Сала. Он стоял в дверях, с ног до головы перемазанный кровью, и смотрел в пустоту. Он бормотал одно и то же, раз за разом. У меня не было выбора, я должен был это сделать, другого выхода не было. Я попыталась поговорить с ним, но он никак не реагировал. Копы оттащили меня от него до того, как я успела подойти ближе. Сал не злой человек, не плохой, ему просто нужна помощь. Доктор Откин, вы проводили оценку психического состояния мистера Фишера, пока тот находился в тюрьме, а также несколько месяцев занимались с ним терапией, все верно? Да, все верно. Какие выводы вы сделали на основе своего общения с подсудимым? По моему профессиональному мнению, Сал Фишер четко осознавал свои действия и находился в здравом уме, когда убил всех жителей апартаментов Эдисона, и эта замысловатая история, которую он сочинил, всего лишь выдумка. Его попытка выставить себя героем, а не злодеем, он говорил столь убедительно, что я даже начал ему верить. По просьбе Сала я отправился в апартаменты, чтобы осмотреть домик на дереве, но абсолютно ничего там не нашел. И чем дальше я копался в его истории, тем больше несовпадений находил. И эти несовпадения, а также противоречивые улики доказали мне, что Сал не помешан, а всего лишь лжет, чтобы себя защитить. Как вы считаете, представляет ли Сал Фишер опасность для окружающих? Представляет, несомненно. Жесть, короче, все. Ай. Никто не верит, конечно же. Кто будет в это верить? Господа присяжные, готовы ли вы огласить вердикт? Представительница присяжных. Да, Ваша честь, мы готовы огласить вердикт. Итак, каково ваше решение по делу Сала Фишера против округа Нокфелл? Коллегия присяжных объявляет подсудимого виновным в массовом убийстве первой степени. Пипец. Я согласен с вердиктом присяжных и в связи с тяжестью совершенного преступления настоящим я приговариваю Сала Фишера к смертной казни.
Нет, вы не можете так поступить. Он болен, ему нужна наша помощь. Порядок, порядок в зале суда. Ой, там, походу, Трэвис сидел в зале суда. 3 года спустя Эшли делала все, что в ее силах, чтобы не допустить смерти Салли, и каждая ее попытка терпела крах. Она сидит в гостиной, в то время как в новостях объявляют, что сегодня Салли будет казнен. Ее охватывает невыносимая печаль. И тут в голову Эш приходит мысль, которая способна все перевернуть, только вот действовать нужно быстро. Мы сейчас будем за Эшли играть, что ли? Ларри, ты тут? Пожалуйста, чувак, если ты тут, покажись. Мы должны помочь Салу, он в опасности. Я принесла твою старую музыку. Если это не сработает, я сюда больше никогда не поднимусь. Ларри? Боже, просто долбануться. Привет, Эш. Вы все это время говорили правду? Тоже мне новости. Так и знала. Ну, то есть я, конечно же, сомневалась, но очень-очень хотела вам верить. Просто не вываливайся из домика, лады. Чего? Забей, как нам помочь Салу? О, у меня есть план, просто постой секунду смирно. Ёпт, как ярко-то. Черт. О, получилось, прикиньте. Ура, получилось! А я думала, не получится. О, опа, смотрите-ка, мы можем управлять. Давайте-ка поднажмем. Успеет, интересно, нет? Боюсь, ты опоздала, дорогуша. Его сейчас пристегивают к стулу. Остановитесь, он говорил правду. У меня есть доказательства. Прошу. 4 пальца. Вы должны остановиться. Просто посмотрите на то, что я нашла. Эй! Эй, остановитесь! Нет. Нет. Исполнитель. Время смерти 18:33. Сал, боже, нет. Опа. Выход. Кассандра Сандерсон. Любящая жена Германа Сандерсона. 92-й. Любящий муж Кассандры Сандерсон. Роберт Слива. Разлагайся с миром. Моррисон. Яннис и Рэй делают одну могилу. Даже смерть не смогла разлучить их. Пых Коэн. Сын, муж, отец, друг. Привет, Пых. Скучаю по тебе, братан. Сода Коэн. Не могу. Сын Лизы и Джима Джонсонов. Тело Ларри так и не нашли. Мать Ларри Джонсона, жена Генри Фишера. Лиза всегда была добра ко мне, считала меня частью семьи. Генри Фишер. Муж Лизы Джонсон Фишер, отец Сала Фишера. Не представляю, как больно было Салу. Сал Фишер. Сын Генри и Дианы Фишеров. Жаль, что тебя нет рядом, Сал.
Прости, что не навещала пару ночей. Тучи сгущаются. Прошло 5 месяцев с тех пор, как тот сбежал из лечебницы. Надеюсь, он в порядке. Наверняка он под сраной церковью. Это единственное место, куда бы не смогли добраться. Они там, я уверен, и у них мой тот. Ты забрал оставшийся динамит у своего армейского приятеля? Прошлой ночью ты нашла, как пробраться внутрь? Кажется, да. Пойдем во вторник ночью. Они в это время всегда сидят тихо. Помни наш уговор. Если нас поймают... Не поймают, мы вытащим Тода и разнесем это место в крошки. Нил, я серьезно. Я тоже, но если нас поймают, мы заберем их с собой. Я готов. Хорошо, хоть кто-то из нас готов. Ты уже покормил Мейпл? Пытался, она по-прежнему отказывается есть. Посмотрим, получится ли у меня. Тебе помочь? Да не, я справлюсь. Ты отнес новый сверток в сарай? Ага, думаешь, это как-то связано с тем, чем занимался тот? Мне кажется, это что-то очень важное, упущенная деталь, которую я так долго искала. Надеюсь, ты права, удача нам не помешает. Скоро вернусь. Заметки. Отчет о записях сектантов 0305. Тот. Он был заражен тьмой. Такое происходило и с другими людьми по всему Нокфеллу. Чаще всего к этому прилагают руку пожиратели Бога, и другие находки свидетельствуют, что этот процесс также может происходить естественным путем, без оккультных ритуалов. Сначала нам удавалось говорить с Тодом и получать от него кое-какую информацию. Постепенно тьма распространилась, и тот утратил ясность мысли. Недавно он с помощью культа сбежал из больницы. К счастью, он нужен нам живым. Им живым. Можно не переживать о безопасности Тода, пока мы ищем способ вытащить его. Тем временем мы продолжаем работу Тода по поиску лекарства, которое поможет победить инфекцию и очистить одержимое тело. Думаю, мы близки к тому, чтобы найти лекарство, просто нам нужно немного больше времени. Таинственный союзник. Кто-то из культа предоставляет полезную информацию, но кто и почему он предает культ, чтобы помочь нам? Мы до сих пор не знаем ответов на эти вопросы. Хотя бы без его помощи мы бы так далеко не продвинулись. Он снабдил нас подробностями об операциях и местах деятельности культа в набросанных на скорую руку записках. Пасторство Фелпс. Это не просто старая церковь, которая стоит на молельном холме. Церковь — вход в главный храм пожирателей. После того, как храм Эдисона оказался разрушен при загадочных обстоятельствах, храм Фелпса стали усиленно охранять, но со временем охрана ослабла. Мы подозреваем, что это связано с тем, что культ промыл мозги большинству руководителей, если не всем местных органов власти. Почти никому нельзя доверять. Ох. Тот сошел с ума. Опа. Помню, как мы сделали это фото. Это было после того, как ушел отец Ларри. Ларри и его мама несколько лет жили с бабушкой. Прямо через дорогу от меня. Тогда-то мы и подружились. Это маленький Ларри. Комната сала. Гизмо здесь теперь. Здорово, чувак. Привет, Гизмо. Тебе что-нибудь нужно? Он не покидал твою комнату со дня казни, как будто все знает. Ой, не могу вообще. Тяжело. Подвал. Это кто? Мейпл. Привет, Мейпл, ты как? О, мы с Нилом скоро вернем Тода. Возможно, придется посадить его с тобой, по крайней мере, пока не найдем вариант получше. Надеюсь, ты не против? Мне нужно быстренько сбегать в сарай, но когда вернусь, принесу тебе вкусный горячий суп. Она одержимой стала, что ли? Ужас. Записи о порче в Мейпл. День первый. Мейпл начала представлять угрозу для себя и окружающих. Пришлось ее запереть.
День 7. Большую часть времени Мейпл находится в сознании и сохраняет ясность ума. Она благодарна за то, что мы пытаемся ей помочь. День 11. Мы заметили, что порча оживляется по ночам. Сегодня мы укрепили клетку и в целях безопасности надели на Мейпл наручники. Она была не в восторге, но поняла, зачем это нужно. День 20. Зараза разрастается, с Мейпл получается нормально поговорить только в половине случаев, а во второй половине она словно превращается в кровожадного демона. День 32. С Мейпл стало тяжелее общаться, а ее внешность начала искажаться. День 39. Она начала кричать по ночам. Крики не прекращаются, пока из ее горла не пойдет кровь. День 42. Она до сих пор кричит по ночам. К счастью, соседей у Нила нет, а стены подвала заглушают большую часть звуков. День 45. Мейпл перестала кричать, но выглядит паршиво. День 46. Мы не можем заставить ее съесть ни крошки. День 51. Мейпл до сих пор отказывается от еды. Мы кормим ее силой, но это ужасно сложно. День 64. От Мейпл начал исходить весьма неприятный запах. Так и не ест. Так, там, наверное... хотя... навряд ли там, наверное, будет код. А нет, все-таки код есть. Нет, неправильно. О, точно. Она сама вела. Так, заметки Тода. Последнее пророчество Ситлали Грей. Неточный и незавершенный перевод. Непогасшее голубое пламя все еще мерцает в ночи. Он тот, кто зрит между мирами. Дитя мерзости, неся свет за человеческие пределы. Он пронзает бесконечную черноту. Предатель нашего рода. Воскрешенный Осинмой. Его меч из человеческой крови поднимается, чтобы защитить великий ужас и предотвратить триумф человечества. Записи. Ситлали провидица коренных американцев, происхождение неизвестно, ранее член Совета Пожирателей Бога. Возможно, из первоначального состава Оситма, означает набор из 3 пирамид. Я достал одну из них и искал 2 другие. Я не знаю наверняка, что за дитя мерзости, но если это враг культа, для нас он может стать очень важным союзником. Так, нет. Ой! Мы получили эти странные пирамиды по почте. Очередной сверток от нашего таинственного помощника, культиста. 3-я пирамида лежала у Тода в сарае. В своих заметках он писал, что нашел их в храме под старыми апартаментами. Кажется, они важны. В заметках Тода об этих пирамидах встречается несколько упоминаний пророчества. Он разыскивал 2 другие. Мне кажется, они с тобой как-то связаны. Как бы я их ни крутила, ничего не происходит, а мне-то казалось, на этот раз хоть что-нибудь случится. Сал, я должна тебе еще кое-что рассказать. Поначалу подмены были откровенно дерьмовыми, но теперь они научились их делать. Разница стала почти незаметной, никому нельзя доверять. Ох, чувиха, у меня от них мурашки по коже, они даже не люди. И не говори. Думаешь, мы сможем найти Сала с помощью этой пирамидной хреновини, которую раздобыл тот? Похоже на то. Я собрала все, что смогла найти о старых пророчествах культа. Там говорится, что началом их конца станут 3 пирамиды. Все указывают на то, что Сал единственный, кто может их остановить. Не уверена, что именно нужно делать, но других вариантов у нас нет. Я всегда знал, что Сали Крамсали ждут великие дела. Не сдавайся, Эш, ты должна его найти. Не сдамся ни за что. Осталось найти еще 2 пирамиды. Я тебе помогу, когда выберусь из этого дурацкого домика на этом дурацком дереве. Ларри, ты уверен, что это хорошая идея? Вдруг мы сожжем домик, и все станет только хуже? Поверь, хуже некуда. Не могу я так больше жить. Хотя жить, конечно, сильно сказано, но да, хрен с ним. Задолбался я тут торчать. Ты не понимаешь, каково мне. Эта пытка меня ломает. К тому же, по-другому снять заклинание мы не смогли. Вдруг ты окажешься в черной комнате, а не на свободе. Вдруг твоя душа растворится во тьме. Все возможно, но лучше кануть в небытие, чем дальше влачить такое жалкое существование. Прошу тебя, Эш, помоги мне. Пообещай, что все будет в порядке. Пообещай, что не растворишься. Обещаю. И тут он растворился.
Я возвращалась к сожженному дереву несколько недель подряд. Ларри, больше нет. Я больше не могу туда ходить. Очередной в длинном списке моих провалов. Этим утром я пришла к Нилу, но... Блин, Ларри пропал, блин. Ух. Ау, Нил, ты дома? Рюкзак, заметки Тода. Легенда о Греях. Семья Греев – племя коренных американцев, но исторических записей о них совсем мало. Несмотря на то, что сейчас в Нокфиле живут родственники Греев, их происхождение скорее легенда, чем факт. Считается, что семья образовалась, когда огромная сова спустилась с ночного неба и занялась любовью с человеком, который заблудился в лесу. Несколько недель спустя из тела мужчины вырвалась красивая молодая женщина. Поблизости бродила стая волков. Она пришла съесть плоть мужчины. Съев его плоть, волки стали должниками молодой женщины. Со временем стая превратилась в людей. Они с молодой женщиной стали первыми членами племени Греев. Говорят, что потомки женщины обладают способностью видеть будущее. История происхождения, вероятно, была выдумана и со временем претерпела изменения. Однако в заявлении об экстрасенсорных способностях может быть зерно истины. Убийство детей. 16 августа 1984 года 255 детей и 32 взрослых были убиты по всей Северной Америке, но, как ни странно, в газетах об этом почти не писали. Историю кое-где упоминали, но до крупных новостей она так и не добралась. Насколько я понимаю, культ был причастен к убийствам. Скорее всего, он их и организовал. Если это так, значит, их влияние простирается гораздо дальше, чем нам казалось. Пугающая догадка. Жесть какая-то. Раз уж мы собирались пойти этой ночью в храм, я взяла С4 из сумки Нила. С4? Найти Нила. Детонатор. О, понятно. Так, а тут ничего не поменялось? Нет. Так, что здесь у нас? Еще нет. Окей. Так, тут, наверное, ничего. В ванную давайте сходим. Что это? Ну, никак не взаимодействует. Что это? Что это такое? Какая-то загадка, что ли? О, блин, дело дрянь. Это входная дверь хлопнула? О, боже мой. Гизма. Надо его проверить. В комнате сала. Так, давайте проверим срочно. Гизма, ты здесь? Ну, ты как, дружок? Ну, слава богу, хотя бы котик цел. Тогда можно спокойно идти дальше. О, на столе лежала записка для меня. Эш, у них Мейпл и Нил, ты должна действовать быстро. Сегодня храм почти не охраняется, заходи через вход, о котором я писал раньше. Как только окажешься в главном зале, нужно будет вести себя аккуратно. В храме есть 4 столба, в которых стоят священные чаши. Разместишь на них заряды, сможешь взорвать весь храм. Устанавливай их за чашами, и все будет нормально. Только ни в коем случае не задевай чаши. Будь осторожный и удачи. На обратной стороне письма была нарисована карта с расположением чаш. Я не стала терять времени и сразу направилась в храм. Мы же... Господи. Западный коридор. Южный коридор. Внутренний западный коридор.
Поставить СЧ. А, они типа палят так. Без фабрики мы потеряем последователей с тех пор, как случился пожар. Его приказы становились все более сумасбродными, сколько сенаторов. Тс, не говори так. Хочешь закончить как Пакертоны? Все будет хорошо, не теряй веру, сестра. Грядет нисхождение. Конец игры Эш схватили. Так, ладно. Нам дают попытку. Второй шанс. Ну, хотя бы мы посмотрели, как это может закончиться для нас. Все на месте. Все, мы наконец-то установили все бомбы. Да. Всё, теперь нам надо выйти отсюда. Подземелье. Эш! Нил, ты в порядке? Бывало и лучше, как ты сюда пробралась. Потом расскажу. Сначала нужно тебя вытащить. Видел Мейпл с Тодом? Мейпл в соседней клетке, и тот тоже тут. Я заметил его, когда нас сюда тащили. Тот в другой комнате, только не уверен, в какой. Меня хорошенько долбанули по голове. Эш, скоро что-то произойдет, что-то масштабное, что-то очень-очень плохое. Ты успел заметить, где они хранят ключи? Сначала вытащу тебя, а потом пойдем за Мейпл с Тодом. Ключи у одного из охранников, но это слишком опасно. Даже если ты умудришься достать ключи, мы не справимся с Мейпл и Тодом, они совсем обезумели. Мы справимся, я уверена. Я думаю, что пришло время плана Б. Нил, нет. Спасай себя, Эш, кто-то должен это пережить. Я вас здесь не брошу, я не могу снова потерять друзей. У нас нет другого выбора. Эй, ты! Черт, стоп, я узнаю этот голос. Кто ты такой? О, Трэвис? Тебе нужно уходить, если тебя поймают, добром это не кончится. Чувак, что с тобой стряслось? Ты отвратительно выглядишь. Не притворяйся, что тебе на меня не насрать. Просто проваливай отсюда. Чувак, прекрати, ты можешь помочь нам с Мейпл и Тодом. Давайте свалим отсюда все вместе. Поверь, это совершенно невозможно. Трэвис, я знаю, что ты хороший человек. Сал тоже это понимал. Он вступался за тебя, когда остальные отвернулись. Ты же помнишь, сделай это ради него. Сал мертв, и ты тоже умрешь, если останешься здесь. Черт возьми, почему ты отказываешься нам помогать? Вообще-то я как раз пытаюсь помочь. Он прав, Эш, уходи отсюда. Но все в порядке, я смирился. Я наконец-то буду рядом со своим Тодом. Ой, блин. Трэвису пришлось тащить меня силой. Я не хотела уходить, хоть и понимала, что они правы. Я знаю, что мы собирались подорвать храм, даже если облажаемся, но я не смогла. Не смогла заставить себя нажать на кнопку, зная, что там мои друзья. Если ты вдруг меня слышишь, Сал, мне нужна твоя помощь. Прошу, прошу. Я не верю, что ты мертв.
2004. Эпизод 5. Воспоминания и сны. Это опять происходит. Вспышки. Что со мной? Ты свободен. Ты сломлен. Ты должен обрести равновесие, победи хаос внутри. Не дай своим кошмарам просочиться в реальность, Сал. Найди опору. Не слушай его, Сал. Поддайся своим снам, поддайся хаосу. Только так ты сможешь найти себя. Слишком опасно. Он не готов. Следуй зову сердца, дитя. Нет, прислушайся к голосу разума. Кто вы? Где я? Я здесь уже был? Где я? Ты везде и нигде. Кто вы? Мы все и ничто. Я здесь уже был? Ты был здесь всегда. Да черт с вами. Так, ладно, понятно. Ну что ж, давайте тогда продолжим 5-й эпизод уже в следующей серии. Вот так вот у нас все это получилось. Вот, в общем-то, вот такие вот у нас произошли дела. К сожалению, вот так вот все произошло, не очень-то счастливым концом, как так сказать. Но это еще не конец, как мы видим. Еще есть 5-й эпизод. И нам надо будет понять, что же будет дальше происходить. И уже это мы поймем уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и увидимся уже в следующей серии. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.